Ну а в Якутске началась реконструкция площади Ленина. Уже завезена техника, и сегодня строители приступают к работам. На прямой связи с площади Ленина наш корреспондент Мария Кардашевская. Она расскажет все подробности. Мария, приветствую. Тебе слово. Приветствую, Надежда. Ну что, совсем скоро главная площадь столицы преобразится и заиграет яркими красками. Мы все давно этого очень долго ждали, и, наконец, этот момент настал. Сегодня работники приступили к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня. Также они уберут малые архитектурные формы. Ну а подробнее нам об этом расскажет главный архитектор республики Любовь Попок. Любовь Александровна, мы знаем, что был объявлен большой конкурс на дизайн, будущей площади Ленина. Вот скажите, пожалуйста, кто разработчик проекта и какова будет площадь, новая площадь Ленина? Здравствуйте. Разработчик проектно-сметной документации, проектный институт «Якутпроект». Завершили они работу, прошли государственную экспертизу. В конце августа мы заключили контракт, то есть объявили конкурс. Вышла строительная компания СТ. И вот с 18 числа, с 18 сентября они приступили к работе. Основная концепция, конечно, данного проекта – это, будем так говорить, сохранение, объединение архитектурного ансамбля, таких символических образов эпоса Ван-Хо. И, конечно, автор проекта максимально сохранил основную цель площади. Она все-таки является у нас главной площадью республики. На территории площади будут размещены 12 столбов в виде СРГ. Будет фонтан. Очень сложная система фонтана. Работы начнутся, вот уже начались сейчас. В этом году мы планируем провести только демонтажные работы. На следующий год уже будут проводиться земляные работы, закуп материала начнется. И в 2024 году мы планируем завершить работу уже по благоустройству. В зимний период, конечно, я к чему говорю, что земельные работы будут именно в весенний период, потому что мы не забываем, что здесь очень тяжелые грунты, мы находимся в вечно мерзлых грунтах, поэтому основные работы будут в весенний период. А расскажите, пожалуйста, еще про финансирование, вот за счет каких средств? Ну, здесь я, наверное, напомню, что был утвержден мастер-план якутской агломерации. Это для нас очень большое событие, которое было отмечено, конечно, еще и президентом Российской Федерации, и на Дальневосточном форуме об этом говорилось, и как раз вот в рамках реализации мастер-плана был выделен казначейский кредит, и в соответствии с этим у нас финансирование идет 719 миллионов. Спасибо вам большое. Также рядом с нами находится сейчас прораб подрядной организации Семен Хон. Семен, расскажите нам, пожалуйста, подробнее про сами демонтажные работы, до какого срока и какие работы, что вы конкретно будете убирать. Здравствуйте еще раз. Приступили 18 сентября, 2-3 дня назад. Сейчас идет подготовительный этап строительства, то есть ограждение зоны строительства от пешеходных потоков. Параллельно начали демонтажные работы, а именно снятие старого асфальтобетонного покрытия. Идет процесс передачи существующего имущества в службу эксплуатационно-технического обеспечения. То есть скамейки, освещение, все, что на площади находится лишнее. Также бордюрный камень, плиты. Скоро тяжелая техника на днях тоже подойдет, начнем уже. И так ограждение будем устанавливать с начала октября и планируем к началу ноября уже полностью оградиться капитальным ограждением. На этот год только демонтажные работы запланированы. Все остальное уже, когда температурный режим в 2024 году позволит, уже начнутся основной этап строительства, земляные работы. А вообще полное окончание работ когда планируется? Полное окончание работ. Основной этап строительства все равно постараемся закончить к 31 июля, либо к играм Детей Азии, но все равно пусконаладочные работы тут будут все равно производиться скорее всего, до осени 2024 года. Спасибо вам большое. У нас к этому часу вся информация. Передаю слово студии Надежда. Благодарю, Мария. Многие, безусловно, ждут и возвращения памятника Ленину на его привычное место. Остается только дождаться, когда все этапы реконструкции будут завершены. Напомню, с нами на связи была моя коллега Мария Кардашевская. Мы переходим к другим темам.